Предприниматель Илана Джопуа показывает министру сельского хозяйства Беслану Джопуа и вице-премьеру Вараздату Минасяну сады, которые она вырастила вместе с друзьями. Здесь, в селе Галхуч Ткварчалского района, они выращивают голубику, авокадо, груши, яблоки, абрикосы, персики и, конечно, цитрусовые культуры. В 2016 году была новая селекция мандарина Сацума. Называется Акицу. Я долгое время за этим гонялась, интересовалась. 4 года тому назад 10 штук нашла, привезла, посадила. И он оказался, как и говорилось, селекционерами. 28-29 сентября уже зрелый мандарин. И весной этого года мы приняли решение привезти этот сорт. Но мы к этому готовились. Мы отправили семена Панцирус трифулятус в Турцию, чтобы они нам подготовили подвой. Это тот подвой наш, на котором все абхазские мандарины растут. Они нам подготовили 10 тысяч корней мандарина Акицу. Вопреки всем агроинженерным каким-то нормам мы начали сажать в августе месяце. И они все выжили. В следующем году у друзей-единомышленников в планах посадить новый сорт цитрусовых. По словам Иланы Джопуа, это самый ранний сорт мандарин в мире. Почва в селе способствует разведению цитрусовых культур, ведь именно здесь в советское время выращивали самые сладкие оранжевые плоды. Большая мечта создать свой собственный питомник, но это опять-таки дорого. Но я думаю, все еще впереди. Я думаю, государство, если нам поможет, мы это сможем сделать. И в следующем году у нас в планах посадить еще новый сорт, новую селекцию. Называется Ивасаки. Я вам сейчас и секрет даю. Называется Ивасаки. Он считается самым ранним сортом мандаринов в мире. Это тоже селекция Япония и Китай. В этом же селе неподалеку Серхат-Капа вместе с друзьями высаживают фихуа. Планируют до 5000 корней. Работа идет, однако есть проблемы с техникой. Вот чуть-чуть у нас проблема с техникой, так с людьми у нас проблемы нету. Местные люди работают, очень большое желание имеют. Вот. Люди работают, бригадиры стоят с ними. Это местный продукт, мы берем здесь в Абхазии. В Курлыпском районе. Вот, покупаем, сажаем, своими силами делаем. Кроме того, здесь на плантации высажено до 4000 корней цитрусовых: мандарины, апельсины, лимоны. Деревья уже дают плоды. Далее министр сельского хозяйства Беслан Джопуа и вице-премьер посетили частную компанию «Аграрная Абхазия» в Галском районе. Предприятие занимается вспашкой. Есть полный перечень техники для сельхозпроизводства. Работают на больших участках земли. В наличии у нас сегодня 4 трактора. 4 трактора, плюс погрузчики 2 штуки. Вы их видите, вот можете видеть перед собой. 2 комбайна, которые перерабатывают не чало, а именно зерно. И отгружаются на элеватор. Этот комбайн, мы лично его испытали. У нас есть даже немножко там кукурузы осталось, мы раздавали. Все уже обработано, все приготовлено, поэтому ждем апрель месяц и выходим в поле и работаем. Я думаю, что им необходимо помочь. Они вот здесь руководство ГАЛа выделило им, видите, старые помещения, которые надо приводить в порядок. Они уже огородили, здесь была масса мусора. Все это они за свой счет убрали. Сейчас собираются кровлю обновить. Одним словом, приведут в порядок. И вот такая техника, которая необходима, здесь будет базироваться. Помимо того, что они будут осваивать сами земли, они всегда будут оказывать услуги тем, кто будет заниматься таким родом сельхозпроизводства. Вот уже несколько лет в Абхазии работает программа развития сельского хозяйства. За это время успешно реализовано десятки проектов Минсельхоза в разных селах страны. В этом году по инициативе главы государства бюджет программы увеличен до 500 миллионов рублей. Абхазия у нас как аграрная страна. Я думаю, что возрождается былая слава, и вот былые те культуры, которые выращивались у нас помимо цитрусов, они все возрождаются, что и радует на самом деле. Со стороны правительства, естественно, оказывается поддержка, содействие. И по поручению президента, то, что вот он на Лыхнаште объявил, то, что было 150 миллионов, программа сегодня выделяется 500 миллионов. И Бадра Зурабович дал нам
поручения, чтобы эти деньги были, как говорится, распределены очень рационально и целесообразно. Вот за этим наша задача это все проконтролировать и использовать в правильном направлении эти деньги. Программа развития сельского хозяйства продолжает свою работу. В планах у представителей Минсельхоза посетить и другие сельхозпредприятия. Гугут Савардания, Налач Хинджерия, Ля Самичва, Абхазское телевидение.